Администрацией города Чебоксары ведется активная работа по развитию приоритетного направления – детского образовательного туризма. За 5 лет своего существования проект стал одним из перспективных видов как внеурочной, так и учебной деятельности. В рамках живых уроков были организованы проекты «Пеший туризм», «Промышленный туризм», специальные сезонные проекты, такие как «Лето в парке» и «Чебоксарские каникулы». По инициативе Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики администрацией города Чебоксары организованы и живые уроки в Чувашском государственном художественном музее. Интересную экскурсию посетили ребята из столичного лицея номер 44. В первую очередь живые уроки – это получение знаний не только на базе школы, не только сидя за партами, но и применение уже практического какого-то материала на базе музеев нашего города. По инициативе Министерства образования Чувашской Республики, администрации города Чебоксары организованы живые уроки в Чувашском государственном художественном музее. Здесь в ближайшее время нашим школьникам представлена возможность дополнить свои знания по различным предметам. Это и история, литература, изобразительное искусство, мировая художественная культура. Наши школьники познакомятся с шедеврами художественного музея, которые прошли реставрацию в Москве. Публике представили более 70 работ Айвазовского, Куинджи, Рокотова, Перова, Фешина и других знаменитых мастеров. Над коллекцией работали 17 реставраторов. Они готовили картины к выставке в Третьяковской галерее в рамках проекта «Золотая карта России». Реставрация – процесс долгий и трудоемкий. Специалисты могут столкнуться здесь с рядом сложностей. Сама техника тонких лессировок, многослойных тонких лессировок, которая давала ощущение света изнутри, она тоже представляет определенную сложность для реставрации, потому что многослойная лессировочная живопись, она в реставрации еще гораздо более сложнее. И прежде чем приступить к реставрации этих портретов, естественно, делается рентген, ультрафиолетовое облучение, то есть делается анализ холста, основы, красок. То есть работа, она гораздо больше представляет больше научную, чем, скажем, такую живую, физическое соприкосновение с самим произведением, потому что очень и очень сложный вид работы. И в установлении авторства, конечно, тоже тут есть определенные вопросы. Ребята смогли прикоснуться к оригинальным полотнам, узнали исторические факты и ознакомились со стилями живописи. Можно посмотреть на различные картины, отреставрированные наших художников. Также можно посмотреть, как люди тогда смотрели на быт обычных крепостных, крестьян. Также можно смотреть на ценности того времени. Прежде всего, реставраторы сберегают для нас исторические и культурные памятники, чтобы потом перед зрителем предстали возрожденные шедевры классической живописи прошлых столетий. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь в столице.